Дорожно-транспортное происшествие произошло где-то в этом районе. Это восточно-объездная дорога. А вот мы видим место, где был найден ребенок. Полиция ее уже оградила специальной лентой. Водитель, совершивший наезд, не то чтобы не оказал первую медицинскую помощь или вызвал скорую, а просто-напросто накрыл ребенка своим же покрывалом и выбросил его под кусты. Мальчика нашла случайная прохожая. Она живет в верхней части частного сектора. Женщина, услышав детский плач в кустах, пошла на звук. Находка ее шокировала. Под кустом лежал ребенок приблизительно 4-5 лет с разбитой и окровавленной головой. Она незамедлительно вызвала скорую помощь. Мальчика доставили в больницу в тяжелейшем коматозном состоянии. Он и сейчас находится в коме. При поступлении состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. По характеру травмы на волосистой части головы, лица были множественные ссадины, рана в левой теменно-височной области. В настоящее время ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка до сих пор оценивается как крайне тяжелое. Уровень сознания кома 2. Чтобы выяснить, чей же ребенок попал в беду, женщина, обнаружившая мальчика, засняла его на видео и распространила в социальных сетях. Позже был найден и отец малыша, но и он до сих пор не верит в произошедшее. Я уходил на работу, они игрались на улице, на бугре. Я им еще крикнул, говорю, домой идите, говорю, я ухожу на работу. Мама позвонила, то, что он сын не с тобой, младший, говорит. Я говорю, нет. Но потом на работе, когда вот человек, который нашел, он снял видео. Он показал, там, как мальчика как по дереву нашли, говорит. И мне вот с дома звонили, не с тобой, говорит, сын, говорит. И когда это видео видел, я в шоке, в обморок упал. Тяжело это. Ну, сейчас говорить, сейчас не могу просто. В не меньшем шоке казахстанцы, распространившие видео в интернете. Благодаря активной рассылке ролика в социальных сетях и мессенджерах удалось установить личность мальчика. У того, кто сбил, нет своих детей, скорее всего. Были бы, не оставил бы. Даже звери так не поступают. Здесь каждая секунда важна. Ребенок родился в рубашке, раз еще жив. Водитель, который совершил это, побоялся последствий. А надо бы побояться повелителя. Его кары в 1000 раз сильнее. Боже мой, если бы отвезли пораньше в больницу ребенка, может быть, не совсем бы все было плохо. Люди, вы что звереете-то? Там же рядом больница, мог бы туда отвезти, а не бросить. Сил и терпения родителям и скорейшего выздоровления ребенку. Полиция Алматы сейчас ведет все необходимые следственные действия, опрашивает возможных свидетелей. Но подозреваемый пока не найден. Правоохранители даже просят подключиться казахстанцев, которые могут помочь в задержании водителя. Отдел розыска местной полицейской службы ДВД города Алматы разыскивает очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия, которое имело место накануне 16 июля 2018 года на пересечении улиц Одесская и Брянская. Всех, кому что-либо известно о вышеуказанном происшествии, полиция Алматы призывает незамедлительно сообщать об этом. Между тем, каких-либо изменений в состоянии ребенка пока нет. Он также в коме. И когда привезли в больницу, и после 3-часовой операции. Но врачи надеются на лучшее. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия, Казахстан, Алматы.